Джабраил Дабиевич Картоев, один из выдающихся сыновей Ингушетии, с честью пронесший безупречную репутацию через весь свой непростой и порою драматический жизненный путь, как на великих полях сражений, и в мирном созидательном труде, так и в общественно-политической жизни ингушского народа. Он являлся образцом мужества и благородства, чести и достоинства, высокого ума и врожденной интеллигентности, сочетая в своем характере уникальный набор личностных качеств, которые можно обобщить в понятии кууннах. Джабраил Дабиевич Картоев родился в 1907 году, окончил начальную школу в Назрани, затем среднюю школу во Владикавказе. Продолжительный период своей жизни он был в поисках получения знаний, проводил много времени за учебой и изучением различных наук. Помимо этого, он выделялся такими положительными качествами, как врожденное чувство справедливости и чести, трудолюбие, упорство, патриотизм, отвага и бесстрашие. Все эти качества Джабраил Дабиевич применял и в мирной деятельности, и в отстаивании гражданской позиции для установления справедливости в отношении своего народа. Также он проявил вышеперечисленные черты характера на полях сражений в Великой Отечественной войне. С 1934 по 1941 годы Картоев занимал такие должности, как заместитель начальника военно-химического комбината в городе Каменске Азово-Черноморского края, директор химического завода и управляющий трестом городских промышленных предприятий в городе Грозный Чечено-Ингушской АССР. С 1941 года начал воевать в составе Красной армии в Великой Отечественной войне. Картоев непосредственно разрабатывал и руководил стратегическими разведывательными операциями крупных войсковых соединений. Все операции, под его командованием, проводились блестяще. В наградных листах Джабраила Картоева указаны его героические подвиги. Капитан Картоев успешно организовал разведывательные группы полков, направил их на форсирование Севаша и на выполнение дальнейшей задачи по выявлению сил противника в районе Севаша, перейдя также вброд Севаш, проявил при этом стойкость, мужество и геройство. Группы разведчиков, форсировав Севаш, решительно устремились вглубь территории Крыма, заняв населенные пункты Биюк-Киат, Хаджи-Булат, Ашкадан, перерезали дороги и доставили полные сведения о противнике. По получении данных, части дивизии успешно форсировали Севаш и продвинулись более 25 километров, захватили крупные трофеи пленных. За мужественное выполнение боевых задач и проявленные при этом личную отвагу и геройство достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Вот что указано в еще одном наградном листе Джабраила Картоева от 22 апреля 1944 года. В период освобождения Крыма, разведподразделениями под руководством майора Картоева, было взято в пленных офицеров 5, унтер-офицеров 25, солдат 88 человек. Захвачены все оперативные документы штабов и трофеи. Наградной лист от 22 апреля 1945 года. Под непосредственным руководством товарища Картоева, разведорганы частей соединений корпуса отлично справились с поставленной задачей командования в период подготовки к прорыву сильно укрепленной крепости города Кенигсберг. Путем ежедневного захвата контрольно-пленных и документов были вскрыты и состав противника, установлены истинный передний край, его инженерные сооружения и заграждения, как на переднем крае, так и в тактической глубине обороны, вскрыта вся огневая система, что способствовало быстрому прорыву обороны противника. Товарищ Картоев, во время боевых действий корпуса, систематически добывал ценные данные о войсках противника, предупреждал командование и подчиненные штабы о возможных и готовящихся контратаках противника, замыслах и намерениях немецкого командования. В боях по прорыву города Кенигсберг товарищ Картоев лично выезжал в войска для помощи и организации боя.
Под личным руководством товарища Картоева, за период боевых действий в Восточной Пруссии, разведкой корпуса захвачено в плен более 1600 солдат и офицеров противника. За хорошую постановку работы в частях и соединениях, товарищ Картоев достоин правительственной награды ордена Красное Знамя. Документально зафиксировано, что Джабраил Картоев был присвоен к званию Герой СССР за успешное командование разведывательных операций и форсирование Севашева-Перекопа в боях по освобождению Крымского полуострова осенью 1943 года, за что был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако присуждение не было осуществлено, поскольку он являлся представителем репрессированного народа. После окончания войны, имея опыт в руководстве промышленных предприятий, гвардии подполковник Картоев Джабраил Дабиевич с июня 1946 года работает директором ликероводочного завода в городе Фрунзе Киргизской ССР. В том же году получает разрешение выехать к нему из Казахстана его семья, состоявшая из жены Дудаевой Тамары Кагермановны и двух сыновей, Руслана и Тимура. Получив высокую должность в народном хозяйстве столицы Киргизии, кстати, так высоко в этот период не поднимался ни один представитель репрессированных народов, Джабраил Картоев не только обеспечил безбедное существование своей семьи и родственников, но и оказывал активную помощь землякам-спецпереселенцам, многие из которых в этот период буквально вымирали от голода. Джабраилу удалось вывести из Казахстана многие ингушские семьи и устроить их на жительство во Фрунзе и его пригородах. Более 90 человек ингушской национальности были трудоустроены на руководимом им предприятии. Об этом же свидетельствовали и многие другие очевидцы, знакомые с этим периодом жизни Джабраила. В должности директора Фрунзенского ликероводочного завода Джабраил Картоев проработал до 1962 года. За это время показал себя хорошим руководителем, организатором. За годы его руководства завод стал неузнаваемым, почти весь заново реконструирован. Товарищ Картоев систематически повышает свой идейно-теоретический и общеобразовательный уровень, что помогло ему стать изобретателем. В его патентном списке значится изобретение под названием «Способ измерения объема жидкостей» и мерник для его осуществления. После выхода на заслуженный отдых в 1969 году начинается новый этап в жизни Джабраила, который оказался самым тяжелым в жизни старого фронтового разведчика, прошедшего, казалось бы, все испытания еще на той далекой войне. В начале 1970-х годов начинает набирать обороты ингушское национальное движение, направленное на полную реабилитацию народа, с возвращением республики, переданных в состав Северной Осетии территорий Ингушетии. Огромный авторитет и жизненный опыт Джабраила, а также его принципиальная позиция по вопросам, касающимся национальных интересов ингушей, выдвинули его в число народных лидеров. Этот период стал переломным в судьбе Картоева. Был одним из лидеров митинга ингушей в Грозном в 1973 году. Требования митинга заключались в прекращении дискриминации ингушей, проживающих на территории Северной Осетии, а также возвращении пригородного района в состав Чечено-Ингушской АССР. В декабре 1972 года несколько ингушских коммунистов, которых возглавлял Джабраил Картоев, написали письмо в ЦК КПСС на 80 страницах, в котором поднимало вопросы защиты прав ингушей. Отсутствие внятного ответа заставляет «пятерку» лично отправиться в Москву, к генсеку Леониду Брежневу. В столице их принимает помощник секретаря ЦК КПСС Евгений Разумов. Он прямо заявляет ингушам, что их требования расходятся с линией партии. После возвращения в республику участников делегации Картоева, Базоркина, Газдиева, Плиева и Кууштова начались гонения в средствах массовой информации. Не сообщая ничего конкретного о сути вопроса, их начали обвинять во всех смертных грехах, называя нелестными эпитетами антисоветчиками и махровыми националистами. В январе 1973 года в Грозном состоялся митинг ингушского народа, призванный поддержать своих лидеров и показать, что они в этой поездке выражали всеобщее мнение. Надо отметить, что митинг проходил на высоком организационном уровне.
В течение 3 суток люди стояли на площади, и не было ни одного случая нарушения общественного порядка, строго соблюдалась политкорректность в выступлениях, пресекались всякие попытки антиправительственных высказываний. Тем самым ингуши показали, что они обладают высокой политической культурой, умеют отстаивать свои интересы цивилизованными средствами. Однако, политика партии, в том числе и по национальным вопросам, была, как известно, вне критики. Механизм подавления стихийной свободы слова был запущен. После насильственного разгона митинга, начались уже открытые преследования лидеров ингушского движения и всех им сочувствовавших. Должностных лиц увольняли с работы, коммунистов исключали из партии, фабриковали уголовные дела. При этом для всех было очевидным, что все это делается по политическим мотивам. 30 сентября 1973 года Джабраил Картоев арестован. Против него было сфабриковано уголовное дело. Был осужден к 13 годам, из которых он отсидел 7,5. Из заключения он вернулся в 1981 году, будучи тяжело больным и сильно постаревшим человеком. Через полгода его не стало. Джабраил Картоев прожил достойную жизнь. Он был настоящим патриотом своего народа и отечества. С самой ранней юности, заработав авторитет честного, порядочного и справедливого человека, он пронес его через всю свою жизнь. Он был профессионалом высокого класса, высокообразованным и интеллектуальным человеком. Большую часть своей жизни, так сложилось в его судьбе, он занимал руководящие должности. Это наложило определенный отпечаток на характере Джабраила, максимально развив в нем врожденные качества лидера, которые были востребованы и на войне, и на производстве, и, наконец, в общественно-политической сфере.